Саламатсыздарбы, урматтуу калайык калк. В стране наблюдается положительная тенденция экономических показателей, реализуются крупные проекты, решаются социальные вопросы, а именно заметно повышаются размеры заработных плат, соцпособий и пенсий. Строятся новые школы, детсады, автодороги и не только. Работой президента Садыра Джапарова довольно большая часть населения. Об этом говорит социальный опрос среди граждан, где 80% респондентов ответили, что доверяют главе государства. Уровень доверия Садыру Джапарову в большинстве регионов остается высоким от 83% до 91%. Такой же показатель был получен нами и в мае этого года. Таким образом, можно заключить, что уровень доверия президенту у большинства населения остается стабильно высоким, в пределах 80%. Можно проанализировать этот показатель в разрезе регионов и в разрезе возрастных групп опрошенных. Например, если посмотреть по регионам, то большинство регионов, в 5 регионах из 7, уровень доверия превышает 80%. Под руководством Садыра Джапарова заметно повышается авторитет Кыргызстана на международной арене. Такого мнения придерживается 70% социологов, ответивших на вопросы. Доказательством тому служат частые визиты президента в другие государства и, конечно же, ответные визиты зарубежных лидеров в Кыргызстан, а также регулярное проведение мероприятий международного масштаба в нашей стране. Положительную тенденцию во внешней политике отмечают и эксперты-дипломаты. Ростом зрелости кыргызской дипломатии, опыта руководства, которое активно занимается налаживанием контактов, сотрудничества с странами на различных направлениях. Соответственно, улучшается имидж и репутация Кыргызстана. Заметно активизировалось сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном. Работает фонд развития. Начали реализовываться очень хорошие проекты. Очень радует, что у нас заметно активизировались кыргызско-азербайджанские. Хорошо развивается сотрудничество с Венгрией. Также был открыт фонд развития. Для экономического роста государство создает все возможные условия, в частности для безопасности инвесторов и в целом для благоприятного инвестиционного климата в стране ведется активная борьба с организованной преступностью. Одной из задач, стратегических задач и стратегия развития до 2026 года Кыргызстана прописана. Борьба с коррупцией, борьба с терроризмом, борьба с экстремизмом, борьба с бандитизмом. Это все прописано. Так что, я думаю, все это не то, что там наобум с утра решили. Это все продумано. Смелости у президента, руководства хватило бороться. Я считаю, что это плюс большой. Наверное, сейчас нужно всем понимать, что Кыргызстан находится в уникальной ситуации, когда у нас есть возможность привлекать огромные инвестиции, но мы не должны повторять ту ошибку, которую сделали в 90-х, когда к нам заходили корейцы, американцы, россияне, китайцы. И тогда очень много, больше 50% всех проектов мы, к сожалению, потеряли, потому что у них требовали взятки, откаты, всякие разные чиновники, всякие разные непонятные люди. И мы потеряли даже десятки, может быть, сотни тысяч рабочих мест и миллиарды долларов налогов. Сейчас есть ситуация, когда к нам опять могут прийти инвесторы. Действия руководства страны по борьбе с организованной преступностью поддерживает большинство участников исследования. Это 61% опрошенных граждан. На вопрос, как вы относитесь к решительным действиям правительства по борьбе с организованной преступностью за последнее время, 61,3% опрошенных ответили «поддерживаю». Ответ «не могу точно определиться» дали 17,5%. Затруднялись ответить 13,8% респондентов, а 7,4% не поддерживают.
Респонденты также положительно оценили работу Акылбека Джапарова. По мнению граждан, Кабинет министров ведет динамичную работу во всех сферах народного хозяйства. 65,6% опрошенных оценили деятельность главы Кабмина положительно. Отрицательные оценки дали около 17% респондентов. Оценка работы главы Кабинета министров Акылбека Джапарова, потому что был специально задан вопрос. Прошло около 2 лет с момента, как глава Кабмина работает, и респонденты оценили тоже положительно. Более 65% оценили работу главы Кабинета министров положительно. Несмотря на то, что в последнее время ведется Кабмином очень активная работа в области фискальной политики, бюджетной политики и принимаются непопулярные меры. Целью опроса был замер общественного мнения среди кыргызстанцев по актуальным вопросам. Всего в исследовании приняли участие 1518 человек из 7 областей и города Бишкек. Опрос проводился с 24 по 28 октября социологами Центра исследования общества БГО имени Кусейна Карасаева. Ахмер Нурдинова, Меримбек Чусупек Улу, Джакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.